первую очередь, конечно, родители. То, что им посоветовал двоюродный брат. То, что есть такая секция муай-тай у нас в школе, где я учился в 17-й школе. В 2012 году, в январе, начал заниматься. А тебе сколько лет тогда было? Мне 11 лет на тот момент было. Вначале не очень давалось, постоянно были проигрыши, потому что со временем начал выигрывать постепенно. Расскажи об успехах вообще в этом виде спорта. Вот я знаю, что по юниорам у тебя есть медаль. Да, первые зарубежные соревнования были в 2016 году в Таиланде, в городе Бангкок. Чемпионат мира среди юношей. Я выступал в весовой категории 51, возрастной 14-15 лет, и занял второе место. После окончания школы я решил поступить в военный институт сухопутных войск. И нас официально зачислили в августе как военнослужащих военного института. И на момент прохождения, так скажем, службы мне предложили как выступить по рукопашному бою армейскому. Это чемпионат Казахстана был? Вначале был чемпионат института среди курсантов. И я выступал в весовой категории 60 килограмм. Проведя 4 боя, стал чемпионом института. Дальнейшие соревнования были чемпионат города Алматы по рукопашке. Выступал в весовой категории 65. К сожалению, не удалось занять место, так как после 2 боев я получил травму и завершил выступление на чемпионате. И в дальнейшем была подготовка, но не получалось как бы выступить на соревнованиях. А потом ты вернулся в муай-тай, да? Да, я понял, что военная жизнь это не мое, и решил отчислиться после года учебы. И вернулся в тайский бокс. Как тебя встретили федерации, команда? Встретился со своим личным тренером, с Султаном Мирбовым. Он сказал, что двери всегда открыты, можешь приходить. И потихоньку начал заниматься, приводить себя в форму. Я потому что набрал лишний вес, мой вес был 72, хотя я выступаю в весовой категории 60. И тяжело было войти в свою старую форму. Мы готовились на чемпионат Казахстана, и уже там завоевал первое место. Было, конечно же, чувство ответственности, то, что представляю свою страну еще в классе А. Как считаешь, вот тебе легкая досталась сетка или не самая легкая сетка на чемпионате мира? Как ты можешь характеризовать своих соперников, с которыми ты встречался, дрался, вплоть до финального боя? Сетка была довольно-таки сильная. Я не считаю, что там собрались, допустим, слабые люди, так как каждый представлял свою страну, и собрались на чемпионат мира одни сильнейшие, не сильнейших. А самый запоминающийся бой именно вот Это был финал. на чемпионате мира? Финал был с представителями из Таиланда. Был тяжелый бой. Чем удивил тебя соперник? Именно таец. Были какие-то сюрпризы, которые ты не ожидал? Или ты там знал, он сейчас выйдет, так ударит, и я там... Я не ожидал что так будет в клинче. Как сказать, превосходил меня во всех аспектах. Да. И на дистанции, и в ближнем бою. Когда ты почувствовал, что он очень мощный соперник, что удержало тебя там? Ты достойно отбился все 3 раунда и достойно до последнего удара гонга, да? Да. Удержался. Но все же не хотелось проигрывать досрочно, и была цель до конца подраться. Показать, что ты тоже на что-то способен. Да, показать достойный бой. Это довольно-таки неплохой результат. Первый раз я выступал в А-классе, и пройдя 4 боя за 2 место и в финале подраться с тайцем, это неплохой такой результат. Хотелось бы выразить огромную благодарность своим тренерам, Султану Ярбову, Касьяну Идесу, Искаку Айдосу. Чувствуешь ли ты поддержку постоянно от
старших товарищей, от руководителей, тренеров? Да, конечно. Считаю, после каждого боя все поддерживали прям. Да и даже во время ринга, то, что во время боя на ринге слышишь поддержку своих. Вот даже было, мы смотрели трансляцию, было даже слышно, как в зале Да. кричали Казахстан. Мне кажется, они самые громче всех кричали именно казахстанские, Да. болельщики нашей команды. Это заряжает, заводит тебя? Да, Или ну это ты было... продолжаешь сохранять? Это было так же, как в полуфинальном бою, то, что первый раунд отдали бойцу из Иордании, и уже второй раунд начинается второй раунд, и слышишь поддержку, и прям начинаешь уже драться до последних сил.